С новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. Меня зовут Ларина Сукуева, и я рада вас встречать в нашей уютной студии. На календаре 15 октября, четверг, красивая цифра 1510. И, конечно же, в эту дату во всем мире отмечают различные праздники и события. Например, Международный день кредитных союзов, Международный день сельских женщин, Международный день белой трости. Это, разумеется, не праздник, а напоминание обществу о людях с ограниченными возможностями здоровья, в частности, со слепотой. Примечательно, что 15 октября – это и Всемирный день мытья рук. Очень актуальная в нынешнее непростое время дата. И мы спешим лишний раз вам напомнить, что нужно чаще, чем обычно, мыть руки, пользоваться антисептиками, стараться не трогать лицо и умывать его после прихода с улицы. А еще 15 октября – это Международный день прогулки. Так что не отказывайте себе в удовольствии сегодня прогуляться, ведь наконец выпал пушистый снег, а еще и добавило. Так что можно смело поиграть в снежки, покататься на санках, словом, красота. Но и температура пока не очень низкая, а какая именно, давайте узнаем прямо сейчас. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня в 6 часов утра в центральных Улусах температура воздуха составила минус 7 градусов. Днем чуточку потеплеет, будет минус 3, минус 5. В Заречье утром было минус 4, минус 9. Днем ожидается минус 3, минус 6. На юге утром было минус 7. Днем температура воздуха составит минус 2, минус 5. В Вилюйской группе Улусов в 6 часов утра температура воздуха составила минус 3, минус 9. А днем будет теплее. Плюс 1, минус 1. В Нижнеленских Улусах минус 8, минус 11 – это утренняя температура, а днем ожидается минус 7 градусов. На западе также тепло, как и на юге. Утром было минус 2, минус 6, а днем ожидается 0 градусов, плюс 1. В Колымо-Дигирских Улусах 0, минус 6 – это утренняя температура, а днем удивительно будет плюсовая, плюс 3. В Вианских Улусах минус 3, минус 6 – это утренняя температура, а дневная минус 3, минус 5. На северо-западе минус 6, минус 11 – это в 6 часов утра, а днем ожидается минус 1, минус 7. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила минус 7 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Ветер западный 3,8 метров в секунду. И днем ожидается минус 4, минус 6. Будет небольшой снег. Зима, как говорится, близко. Некоторые из нас, как перелетные птицы, обычно на зимний период улетают в теплые края. Правда, с последними событиями это пока невозможно. Разве что уехать на Кубу. Ведь с 1 ноября власти островного государства приняли решение снять практически все ограничения на въезд для иностранных граждан. Таким образом, зимний сезон на местных курортах может пройти в обычном режиме. Итак, Куба возобновляет большой туризм с 1 ноября, и правила въезда практически не изменились. Карантина по прибытии не будет, справки, сертификаты на тему коронавируса не требуются. Правда, в аэропорту каждому измерят температуру. Но произойдет это весьма деликатно, незаметно, полностью в автоматическом режиме. Ведь такие технологии внедрили сейчас по всему миру. А лицам с подозрением на показатели, отличные от нормальных, предложат пройти тестирование на COVID-19, и они будут бесплатными для всех туристов. Поэтому при себе необходимо иметь страховой полис, обеспечивающий покрытие на случай выявления вируса во время отдыха. В гостиницах также предусмотрено регулярное измерение температуры тела гостей и визуальный медицинский осмотр. Из интереса я посмотрела в приложении Skyscanner, сколько стоит билет на начало ноября, и стоимость перелета из Москвы до Гаваны и обратно составила, вы не поверите, около 300
тысяч рублей. Приложение предлагает пока путешествие длительностью в 30 часов с 2-3 пересадками. Но говорят, что Аэрофлот скоро откроет регулярные прямые рейсы. Перелет, конечно же, будет меньше составлять продолжительность, ну и цены будут другими. А между тем поклонники яблочной продукции могут ликовать. Ведь уже в этом месяце в России iPhone 12 наконец появится в продаже. Так, iPhone 12 Pro появится в продаже по цене 99 990 рублей за версию 128 гигабайтов. iPhone 12 Pro Max будет доступен с 13 ноября по цене 109 990 рублей за эту же версию. И напомним, что новый смартфон первый в линейке с поддержкой 5G. Удивляет, как всегда, японцы, которые работают удаленно. Теперь они могут арендовать за 1900 йен, это примерно $18, кабинку на колесе обозрения в местном парке развлечений, что в 25 минутах езды от центра Токио. Кабинка сдается на 1 час и предлагается как необычный вариант для проведения видеосовещаний. Правда, за Wi-Fi придется заплатить отдельно, он не входит в стоимость аренды. Само колесо обозрения высотой 61,5 метра, с него в хорошую погоду видны небоскребы в Токио, бывший порт Якогамы и горы на западе от столицы Японии. Интересно очень, как вы обустроили свое рабочее место на период пандемии. Отправляйте нам свои фотографии на наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. И самые интересные фотографии вашего рабочего места мы покажем в нашем эфире. А между тем, из-за коронавируса россияне продолжают массово закупать продукты. Многие от скуки начинают много есть, не считая калорий. А ведь в такой обстановке легко можно набрать лишний вес и даже получить ожирение. И, друзья, давайте дружно вместе с нами начинать новую жизнь. В четверг. Ну, кто же говорит, да, что нельзя начинать новую жизнь, начинать худеть обязательно в понедельник. Можно это сделать в четверг. И я думаю, что со мной согласна наша утренняя гостья Анна Семенова, фитнес-инструктор. Анна сейчас должна быть у нас на связи. Доброе утро. На связи. Доброе утро, Анна. Здравствуйте. Я вас вижу. Скажите, пожалуйста, мы знаем, что вы не просто фитнес-инструктор, вы тренер по растяжке. Скажите, что такое растяжка и для чего вообще она нужна? Ну, растяжка, вот лично для меня, это равно молодость. Пока человек молод, он тянется, он гибок. И с каждым годом мы стареем и тянемся как можно хуже, наверное. И чтобы продлить молодость, люди занимаются растяжкой. То есть даже после 50 я бы советовала тянуться больше, чем заниматься в спортзале. Получается, что растяжкой можно заниматься и в старшем возрасте, от 50 и старше, да? Я права? Наоборот, необходимо. Это даже необходимо? Да. Ага. А кому еще вы бы порекомендовали заниматься растяжкой? Так, для людей, страдающих остеохондрозом, и вообще для людей, которые ведут сидячий образ жизни. Потому что страдает в основном верхняя часть тела, остеохондроз тот же самый, и плечи, в основном плечи. А вот чем отличается упражнение по растяжке от обычных упражнений, которые, мы, скажем, делаем в спортзале, приседания, что-то там, тягать гантели? Вот именно. Чем отличается? Да, по результатам, скажем так. По результатам? Это совершенно разные вещи. Силовой показатель увеличивается, конечно, из растяжки. Допустим, мы можем сесть глубже в присед, амплитуда будет лучше, если у нас будет растянута задняя и передняя поверхность бедра. Вот это будет большой плюс в этом деле, можно так сказать. Но насчет силовых показателей, конечно, растяжка — это немножко другое. А какие упражнения можно сделать сейчас нам дома, вне спортивного зала, без специальных спортивных атрибутов? Что нам доступно? Таких очень много. Я покажу пару упражнений. Во-первых, то, что мы делаем всегда с моими клиентами, здесь меня видно, это roll-down. Всегда в начале тренировки мы используем это.
Это, так сказать, рулет. Заворачиваемся сначала в шейном отделе, затем грудной отдел, поясничный. И вот у нас полностью круглая спина, мы опускаемся до пола с мягкими коленями. И постепенно также вырастаем обратно. Вырастаем обратно до конца и расправляем плечи. Такое упражнение мы повторяем от 8 раз примерно. Затем, растягивая заднюю поверхность бедра, мы ставим ногу на пятку и пытаемся коснуться большого пальца ноги противоположным локтем. Аккуратно опускаемся вниз на выдох, вытягиваемся наверх. Для этого нас помогает вторая нога. Мы сгибаем ее, опускаемся вниз снова, наверх. Повторяем 8 раз примерно и задерживаемся обязательно внизу, отдыхаем. Чтобы растянуть спину, нам необходимо сесть, подтянуть к себе плотно бедра, прямо к грудной клетке и вытянуть спину. Это очень важно помнить, что мы тянем не ноги, а именно спину. Нужно почувствовать, как растягивается наша спина, позвоночник. Подтягиваем себе бедро, оно от нас никуда не девается, оно прижато к нам. И мы вытягиваем постепенно ногу за ногой наверх, вниз. Наверх, вниз. Важно чувствовать именно спину. Вытягивая спину наверх, постепенно вытягиваем ноги полностью. Так. И чтобы растянуть переднюю поверхность бедра, для людей, допустим, которые хотят сесть на шпагат, полезно делать такое упражнение. Ногу ставим на угол 45 градусов, примерно стопа. Здесь всегда угол 90 градусов. Это золотое правило фитнеса. И вытягиваем ногу на выдох наверх, вниз. Вытягиваем колено наверх, вниз. Фиксируемся. Для тех, кому проще, мы можем отклонить и поставить руки как можно дальше вперед и зафиксироваться около 30 секунд. Анна, кажется, да, упражнения не очень сложными. Я думаю, что каждый наш телезритель сможет повторить это у себя дома. Спасибо, Анна, за отличное настроение, за заряд бодрости. Я желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего. Друзья, ну, на календаре, как вы уже знаете, как я уже говорила, середина октября, четверг. И этот день хорошо подходит для решения любых практических задач. Даже самые обычные дела сегодня не кажутся скучными. А так говорят астрологи. А теперь давайте узнаем, что будет у каждого из нас. Гороскоп в программе «Новый день». Итак, Овен. Гороскоп на 15 октября предупреждает овнов. День будет достаточно напряженным, так как вы слишком эмоциональны. Телец. Сегодня тельцы находятся под покровительством планет, поэтому день пройдет максимально спокойно, но действуйте обдуманно и тщательно взвешивайте решения. Близнецы. Сегодня у близнецов вероятно неприятные события, ухудшение вашего состояния. Напряжение в первой половине дня неизбежно. Проявите осторожность. Рак. Сегодня раки, вероятно, испытают разочарование в своей деятельности и ощущение ненужности. В отношении с окружающими будьте терпеливы, иначе вас ждут негативные последствия. Лев. В этот день звезды львам сулят приятные сюрпризы на любовном фронте. Вас ждут интересные встречи и приятные знакомства. Дева. Девы, будьте осторожны, заключая сделки и совершая покупки, вас могут обмануть. Ваша доверчивость и склонность к самопожертвованию принесут лишь обиды и разочарования. Весы. Согласно гороскопу, социальный статус весов сегодня заметно повысится. Ваши амбиции и умение творчески подходить к решению проблем принесут плоды в профессиональной сфере. Скорпионы. Сегодня как никогда скорпионам необходим отдых и покой. Откажитесь от всего лишнего и ненужного. Стрелец. Сегодня стрельцы будут отстаивать свою позицию и не смогут услышать мнение окружающих. Не настаивайте на своем, боритесь с эгоизмом. Козерог. Интуиция – лучший друг козерогов сегодня. Доверьтесь ей, а не советам друзей. На личном фронте вас ждут приятные перемены. И запомните свои сны, они сбудутся.
У водолеев сегодняшний день неблагоприятен для путешествий. Сегодня и в ближайшее время постарайтесь не планировать никаких поездок. Ну и рыбы. Этот день потребует от них много сил и энергии. Решить дела поможет ваша дипломатичность. А в отношениях с вашей половинкой вас ждут, увы, разочарования. Друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, увидимся с вами через несколько мгновений. В торговом доме Сербике супер грандиозные скидки только в июле. Только для вас. Торговый дом Сербике. Компания «Денежный поток» предлагает новый займ. Легкий. Теперь ставка от 0,5% в день. Всего по 2 документам. Одобрение за 15 минут. Точки выдачи по всей республике. Наш адрес: улица Дзержинского, 11. Первое крыльцо, 3-й этаж. По статистике, 80% пожаров в лесах происходит по причине неосторожного обращения с огнем. Не допусти пожара в лесу. Береги лес от пожара. Особо охраняемые природные территории – наше природное богатство. Это дом для многих видов животных и растений. Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Берегите лес от пожара. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом Алроса вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. Алроса – якутская компания. В наше время все еще живы стереотипы о мужских и женских профессиях. Также существует мнение, что техника – это исключительно мужская сфера. Однако среди руководителей организаций, имеющих непосредственное отношение к дороге, есть и представители прекрасного пола. И накануне Дня работников дорожного хозяйства, который будет отмечаться в это воскресенье, 18 октября, мы бы хотели познакомить вас с Ириной Землянской, директором Хангаласского филиала акционерного общества «РИК Автодор». Доброе утро, Ирина Владимировна. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в этот неженский бизнес? Ну, я так думаю, что все-таки при выборе профессии была у меня дилемма: стать экономистом или инженером. В то время все шли на эти профессии. Закончив институт в 1995 году, по специальности строительства автомобильных дорог и аэродромов в городе Томске, я вернулась сюда, к себе на родину. И стала работать в дорожной отрасли с того момента. Но мы все знаем, что работать в мужском коллективе не просто непривычно, а сложно в эмоциональном плане и физическом. А так ли это? Я права или нет? Да, вы правы. Ну, очень сложно работать с мужчинами. У нас разные с ними понятия во многом. Ну, все-таки женщина, она всегда сможет выслушать, принять взвешенное решение. Женщина-руководитель – это что-то… Получается, что именно вот то, что вы выслушиваете человека, это и есть секрет вашего руководства. Наверное, секрет, да, в этом, в моем терпении. Ну, где-то, наверное, то, что улыбка где-то спасает. Все-таки мужчины тают при женской улыбке, да. Понимание, наверное, Понимание очень сильное, да, с коллегами. А как вы сочетаете руководящую должность, которая требует достаточной жесткости, с природной женской мягкостью? Вы все-таки мать. Ну, как сказать, ребенок у меня, конечно, обделен моим вниманием. Получается так. Но некоторые там говорят же, да, что вот на работе это один человек, потом приходит домой, снимает вот эту рабочую профессиональную маску, и дома это совершенно другой человек. Это про вас? Это про меня. Надо быть умным человеком, что домой не вытаскивать проблемы производства. Все-таки так, наверное.
Ага. Дома вы Надо ласковая, нежная. обычная, мягкая Мягкая женщина, женщина. а на работе можно и стукнуть кулаком по столу, да? Что бы вы хотели пожелать своим коллегам накануне вот вашего персонального праздника? Своим коллегам-дорожникам, конечно, в первую очередь хочется пожелать в наше время здоровья, благополучия в семьях, стабильности в работе, ровной дороги по жизни, беспрепятственной, счастья, не знаю, сдачи объектов вовремя. А как обычно вы отмечаете персональный праздник? Есть какие-то традиции, ритуалы? У нас была традиция в организации, что как раз наш профессиональный праздник совпадает с окончанием строительного сезона. И проводили корпоратив. В этом году придется все отложить. Да. Такой ситуации. Пандемия, конечно, нас подвела. Но я думаю, что в следующем году все будет замечательно. Уже мы будем вспоминать об этом, как страшный сон, да, об этом сложном времени. Я желаю вам удачи. Еще раз поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником и желаю вам здоровья в это время. Я напоминаю, что сейчас у нас в гостях была Ирина Землянская, директор Хангаласского филиала акционерного общества РИК Автодор. Друзья, мы продолжаем наш эфир. И как бы это прискорбно не звучало, но вновь пришло время немножко нам посидеть дома. Чем вы планируете заняться в изоляции? Я, например, этой весной, когда вот впервые объявили карантин, научилась вязать. И мне мое новое хобби очень нравится. Другие девушки также нашли время для рукоделия. К примеру, героиня нашего следующего сюжета с увлечением занялась декупажем. Что это такое? Об этом нам она расскажет сама. Всем привет! Сегодня покажу вам, как приклеить декупажную карту на деревянное изделие. В моем случае это маленькая табуреточка. Я ее покрасила акриловой краской бирюзового цвета, вырезала декупажную карту. И нам нужно заранее разложить на поверхность карты. Берем карандаш и аккуратненько в нескольких местах делаем такие насечки, тем самым определяя границы. Для того, чтобы намочить декупажные карты, нам нужен контейнер с водой. Нужно будет поместить карту, чтобы она полностью растворилась в воде и стала прозрачной. Можно вот так легонечко на нее надавить и оставить буквально на 1 минуточку. Карта у нас будет впитывать влагу. Мы смешаем клей ПВА с водой 1 к 1. Через 1 минуточку мы вытаскиваем нашу карту. Но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не порвалась. На газетку ее помещаем, чтобы впиталась лишняя влага. Теперь наносим клей. Берем карту, очень аккуратненько снимаем ее с газетки и прикладываем. Аккуратненько разглаживая от середины к краям. Также мы поступаем и с другими картинками. Наносим сперва клей, прикладываем ее. Чтобы карта побыстрее засохла, если вы торопитесь, вы можете использовать фен. Но также можете оставить, чтобы она подсохла примерно на 1 час. Следующим этапом будет нанесение лака. После того, как у нас лак окончательно высох, мы наносим 2-й слой лака. Слои можно делать от 2 и более, то есть 2-3 слоя. Мы подсушили 2-й слой лака, и наша табуреточка теперь готова к использованию. К
сожалению, с сегодняшнего дня в Якутске приостановлены все спектакли в театрах. Что касается кинотеатров, пока информации нет. Но я думаю, что есть еще шанс нам сходить в кино. Тем более, что список крупных премьер на этой неделе выдался довольно разношерстным. Тут вам и комедийный боевик с Джеки Чаном, и третья часть нашумевшего фильма ужасов, и документальный фильм про одну из самых известных в мире картин, а также детективная драма. В общем, каждый сможет найти себе фильм на свой вкус. Не бойся, все наладится. С 15 октября в кинотеатре «Лена» в прокат выходит хоррор «Проклятый дом 3», стоящий особняком в ряде других фильмов ужасов про дома с привидениями и попавший в несколько рейтингов лучших хорроров, составленных как зрителями, так и критиками. Годами старый дом ждал, пока кто-нибудь приедет и наполнит его новой жизнью. И вот порог переступили новые жители. Семья, за спиной у которой сложное прошлое, хочет обрести новое место, где можно жить в безопасности. Однако новым владельцам придется непросто. Дом в викторианском стиле красив снаружи, но ужасен внутри. Вскоре у самой младшей обитательницы появляется новый друг, которого кроме нее его никто не видит. Дом 3. Этого города нет ни на одной карте. Высока ли вероятность, что в обозримом будущем зрители совершенно охладеют к боевикам с Джеки Чаном? Мы бы на это не ставили, поэтому входящий в отечественный прокат комедийный экшен «Авангард. Арктические волки» без аудитории не останется. Джеки Чан в который раз продемонстрирует свои впечатляющие навыки в роли главы команды суперагентов «Авангард». Оснащенные по последнему слову техники профессионалы развернут операцию по спасению известного бизнесмена, похищенного международным криминальным синдикатом «Арктические волки». Только сегодня в 18:30 кинотеатр «Лена» приглашает на специальный показ документального фильма «Четыре лица Моны Лизы». Созданный Леонардо да Винчи. Какую тайну скрывает самый известный портрет в истории? 4 женщины, 4 удивительные истории. Кто из них вдохновил Леонардо? Зрителей ждет художественное путешествие по итальянскому ренессансу и 4 городам, где жили девушки, ставшие прототипами Джоконды. Флоренция, Милан, Урбино и, наконец, регион Базиликата, в котором находится неизвестная могила самой Моны Лизы. Которые имели особую связь с флорентийским художником. Это самая настоящая визуальная биография тосканского гения. 4 лица Моны Лизы. А начиная с пятницы, 16 октября, смотрите полуторачасовой триллер «Ночной портье». Барт Бромли – аутист, ему сложно общаться с людьми, поэтому он работает портье в ночную смену. Для того, чтобы научиться контактировать с окружающими, он следит за постояльцами через скрытые камеры и делает записи. Очередная рабочая смена казалась обычной, но внезапно он становится свидетелем убийства девушки в одном из номеров отеля, а после этого и главным подозреваемым. Хватит, перестань! Ты нас записывал? Ты показывал это полиции? Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Компания «Польза миру» поставляет средства защиты против вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Вся продукция российского производства и имеет сертификаты. Рециркулятор бактерицидный рассчитан на 50-60 квадратных метров, безопасен, закрытого типа. Блокатор дезинфицирует воздух вокруг человека, а этот картридж можно носить как бейдж, и срок действия с момента вскрытия 30 дней. Есть детские и взрослые, для организаций, магазинов, школ и так далее. Маски медицинские в упаковках по 10-50 штук, антисептики для рук, объем 20 миллиметров. Очень удобно брать с собой. Друзья, сейчас мы уходим на рекламную паузу. Не переключайтесь, но не забывайте про наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Смело отправляйте свои сообщения. Мы обязательно их прочтем.
вообще-то смотрела. Ну, и кто здесь свинья? Уи, HD. Обменяйте старый приемник на новый HD и получите год бесплатного просмотра премиального пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно, не выходя из дома, без комиссий, очередей и касс, в удобное для вас время с помощью онлайн-сервисов, через портал «Электронная ЖКХ», через личный кабинет на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций, через мобильное приложение вашего банка. Помогите оплатить услуги ЖКХ своим родителям, пожилым родственникам. Своевременно оплачивая, мы помогаем обеспечить качество услуг ЖКХ, комфорт и уют в домах. Читайте в летнем журфиксе проект «Герои с обложек журфикса», якутское кино Балабанова, «Наши за рубежом» и «Пандемия». Кариша Колесова. «Нельзя опускать руки». Заметки редактора из Африки. Эксклюзив Диана Гурцкая. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Доброе утро всем тем, кто только что к нам присоединился. На календаре сегодня 15 октября, четверг. И на днях в Якутске открыли мемориальную доску первому министру культуры Герасиму Попову. Мероприятие состоялось 10 октября. Мемориальную доску установили на стене дома по адресу город Якутск, улица Орджоникидзе, 39. Автором стал скульптор Николай Чучасов. Участие в небольшой церемонии приняли родные и земляки Герасима Попова, его дочь Галина Ильина, писатели, депутаты, общественники. Открывал мероприятие министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов. Как помнят старожилы, Герасим Васильевич Попов в далеком 1953 году возглавлял Министерство культуры Якутии, которое только было образовано. Работал он более 7 лет. При нем приехал первый выпуск Щепкинского театрального училища, появились первые артисты Саха-театра, а в 1957 году в Москве прошли первые дни Якутии, где показали, насколько красиво, уникальна наша культура. Ну а мы продолжаем наш эфир и слушайте. Пытаясь дозвониться в поликлинику, то занято, то не берут трубку. Вчера была температура, сегодня нет, но на работе просят справку, что врач осмотрел, что делать. Подобные вопросы в это непростое время в нашей редакции довольно-таки частое явление. И мы еще раз вам рекомендуем пользоваться мобильным приложением «Медсеть». Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам про приложение «Медсеть». Если занята телефонная линия и вы не можете дозвониться до поликлиники, вы можете сделать вызов врача на дом через приложение «Медсеть». Сегодня у нас уже более 33 тысяч пользователей, есть все поликлиники города Якутска. Приложение работает с 2015 года. В течение 2 лет к нам присоединились все поликлиники города Якутска. Я покажу вам, как можно сделать заявку. После того, как вы скачали приложение, на главной странице вы увидите кнопку «Вызов на дом». Здесь вы можете сделать вызов себе или любым членам своей семьи. К примеру, я хочу сделать вызов себе. Выбираю терапевта. Сначала вы проверяете правильность выбора города, правильность выбора вашей больницы, указываете ваш адрес. Если у вас не частный дом, то галку «Частный дом» необходимо будет снять, у вас выйдет ваш этаж, подъезд, квартира. Также, если у вас частный дом, вы можете написать комментарий, чтобы врач мог вас легче найти. Вторым пунктом вы выбираете, кому вы делаете вызов. К примеру, если я делаю себе, либо я могу сделать вызов членам моей семьи. Это могут быть моя мама, мой муж, мои дети и так далее. Вы можете добавить нового члена семьи через кнопку «Добавить». Я выбираю себя. Обязательно необходимо заполнить пункт жалобы. При отправке заявки проверяйте корректность выбора больницы, вашего адреса, имени и номера телефона. Я уже отправляла заявку. После отправки ваша заявка будет доступна вам в нижнем меню в разделе «Заявки». Когда больница обработает, ваша заявка изменится на «Передана», и вы получите уведомление о том, что ваша заявка обработана и что необходимо ожидать врача. Также вы можете самостоятельно зайти здесь в «Заявки» и обновлять статус вашей заявки через кнопочку «Обновить». Через приложение «Медсеть» сейчас
действует горячая линия по коронавирусу Минздрава РСЯ. Вы можете обратиться к врачу через кнопку «Чат с оператором». Выбираем горячую линию по коронавирусу и задаете ваш вопрос. Также у нас есть бесплатные онлайн-консультации врачей. Сейчас у нас 3 врача: косметолог, психолог и логопед. Вы можете обратиться и получить у них бесплатную консультацию. Также у нас сейчас создана такая онлайн-лента, в которой вы можете задать вопросы, и вам ответит либо специалист, либо пользователь приложения. К примеру, вот у нас спросила Румянцева Туяра, у нее 29 ответов, и если ей ответил специалист, то будет видно, что это ответил специалист по специальному ярлыку. Если этот вопрос уже был задан, вы можете сделать, к примеру, поиск. Например, очень много сейчас вопросов про то, как можно сдать анализ. Вы пишете вопрос, и вам выходят все вопросы, которые были заданы, вместе с ответами. Поэтому, дорогие пользователи, можете скачивать приложение и экономить ваше время, отправляя заявки через приложение и не дозваниваясь до поликлиник. Летом этого года был объявлен специальный конкурс Фонда президентских грантов, направленный на поддержку социально незащищенных слоев населения в период пандемии. Одним из победителей специального конкурса из Якутии стала Ассоциация частных клиник и центров Якутии. Их социальный проект «Надежда на будущее» направлен на поддержку пациентов на гемодиализе и после трансплантации почки. И вчера в Якутске стартовал бесплатный скрининг на антитела COVID-19 в диализных центрах города. Более подробно об этом проекте нам сегодня расскажет руководитель Наталья Каратаева. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Очень приятно вас видеть у нас в студии. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте. Сколько человек вы планируете охватить бесплатным скринингом, тестированием на антитела COVID-19? Наш проект, как добровольческая инициатива, работает в Якутии с 2014 года. В период пандемии мы хотим поддержать людей с тяжелыми заболеваниями почек. В рамках проекта они могут бесплатно сдать анализы на антитела COVID методом ИФА. В проекте принимают участие 2 частные клиники, Diamond Clinic и Midline, а также 5 диализных центров города Якутска, включая и поселок Жатай. Для того, чтобы сдать бесплатно на антитела COVID, пациенты гемодиализа, они никуда не идут, не стоят в очереди. Они приходят в свою смену в диализные центры, где и производится забор крови. И это очень безопасно и удобно, конечно, в нынешних реалиях. Кто еще, кроме пациентов диализных центров, может пройти это тестирование? Только ли они или кто-то еще другой может? Да. Тестирование могут пройти и работники диализных центров. Всего мы планируем охватить свыше 600 человек, в том числе пациентов 450 человек. Также целевой аудиторией проекта являются люди с донорской почкой. Бывают случаи, когда им нужно прийти на прием к врачу, а там требуют справку в ковид. В таких случаях они могут, заранее записавшись через нашего куратора, прийти в определенные дни и часы и, не толкаясь в очереди, тоже спокойно сдать бесплатно анализы на ковид. И параллельно мы реализуем проект для прижизненных доноров почки и части печени «Дар жизни». Весной мы планировали провести диспансеризацию, но, к сожалению, пандемия помешала. И также сегодня мы приглашаем наших доноров связаться с нами и тоже бесплатно сдать анализы на ковид. Наталья, мы знаем, что люди после трансплантации органов принимают лекарства, которые снижают иммунитет. И как они живут, выживают в условиях пандемии? Какая-нибудь поддержка от вашего проекта есть для таких людей? Однажды летом мне из больницы позвонила моя хорошая знакомая. Она в то время лежала в больнице с ковидом и перенесла его в относительно легкой форме, но, конечно, очень сильно волновалась за здоровье донорской почки. Она у меня спросила горячую линию центра Шумакова.
И вот мы с ней подумали, а что если вот скоро объявят спецконкурс фонда президентских грантов, и мы можем написать проект и помочь нашим пациентам с донорской почкой вот возместить, ну как бы оплатить проезд на консультацию и лечение в Федеральный центр трансплантологии. В то время у них работало ковид-отделение для таких пациентов, возможно, и сейчас работает. И вот, допустим, также вот недавно у них открылось отделение для таких пациентов с онкозаболеваниями. И мы думаем, что вот среди наших пациентов найдутся желающие, которые могут воспользоваться предложением нашего проекта и получить бесплатный проезд на лечение и консультации в головной Федеральный центр трансплантологии России. Огромное спасибо, Наталья, за участие в нашей утренней программе, за полезную и хорошую новость сегодня в четверг с утра. Я желаю вам хорошего настроения и отличного дня. Я напоминаю, что сейчас у нас на связи была руководитель социального проекта «Надежда на будущее» Наталья Каратаева. Друзья, на календаре сегодня 15 октября, и сегодня еще отмечается Всемирный день анатомии. К этой знаменательной дате студент медицинского института СВФУ Александр Федотов снял небольшой видеоэкскурс по кафедре анатомии человека медицинского института. Первой кафедре в истории развития высшего медицинского образования на северо-востоке страны. Она была образована в 1956 году. Сегодня кафедра успешно продолжает развиваться и награждена дипломом «Золотая кафедра» Российской академии естествознания. Мы, в свою очередь, также поздравляем коллектив и предлагаем посмотреть небольшой видеоматериал. Наш анатомический корпус был построен в далеких 1950-х годах. Кафедра нормальной и патологической анатомии переехала сюда в 1990 году из здания по улице Кирова по инициативе заведующего кафедрой профессора Карла Георгиевича Башарина. Первым заведующим кафедрой был основоположник высшего медицинского образования на северо-востоке страны, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Михайлович Крылов. Здесь студенты медицинского института и некоторых других учебных подразделений СВФУ приобретают новые знания по нормальной и патологической анатомии человека. На кафедре анатомии имеется два музея – музей нормальной анатомии и музей патологической анатомии. Здесь студенты проводят большинство своего свободного времени, досконально изучая различные органы человека. В музее имеется внушительная коллекция анатомических препаратов, подготовленные руками лаборантов, студентов, преподавателей со дня основания кафедры анатомии. Самые крупные биоматериалы здесь – полноразмерные скелеты человека, а также различные муляжи органов. Все это очень помогает нам в учебе. Но кроме изучения препаратов, многие студенты занимаются в научных кружках, таких как анатомия, оперативная хирургия и патологическая анатомия. Подобные работы помогают студентам запоминать академический материал в более творческой, отвлеченной от зачетов и экзаменов атмосфере. Анатомия – это интересная и немного сложная наука, которую необходимо знать каждому студенту-медику, чтобы в будущем стать хорошим специалистом. Анатомия требует от студента определенных качеств, хорошей памяти, усидчивости, развитого пространственного мышления и, не побоюсь этого слова, воображения. Но я уверена, что анатомию выучить под силу каждому, главное найти подходящий для тебя способ ее изучения. На третьем курсе мы начинаем изучать новую дисциплину – оперативную хирургию. Давайте заглянем в операционную. Студенты кружка по оперативной хирургии проводят здесь много времени, осваивая операционные методики и иные навыки, которыми должен обладать любой хирург. Теперь мы с вами заглянем в музей патологической анатомии. В нем представлены препараты, которые отражают множество внутриутробных аномалий, воздействие алкогольных и наркотических средств, а также табакокурения. Я, будучи первокурсником, познакомился с анатомией в 2007 году. Не могу не вспомнить своего преподавателя, учителя, кандидата медицинских наук, доцента Татьяну Геннадьевну Дегтяреву. Учиться было интересно, но в то же время сложно, поскольку у нас тогда не было системного знания и знания латинского языка. Но с легкой подачей Татьяны Геннадьевны мы, вчерашние школьники, начали делать первые шаги в медицине. С кафедрой анатомии связаны также мои первые шаги в науке.
Всем студентам-медикам пожелаю любить анатомию, изучать ее с интересом, поскольку невозможно стать высококвалифицированным специалистом без знания строений органов и систем. Поздравляю весь коллектив кафедры анатомии с профессиональным праздником и желаю больших научных и практических достижений. Анатомический корпус – очень просторное, светлое здание. В нем много больших, комфортных аудиторий. Нам очень нравится здесь заниматься. Перед экзаменами, зачетами и олимпиадами в нашем корпусе волшебная атмосфера. Бывает так, что нет ни одного свободного места. Как же хорошо, что в нашем корпусе созданы все условия для комфортного и продуктивного изучения анатомии человека. Ну и, конечно же, нельзя не поздравить в этот день преподавателей и лаборантов кафедры анатомии, а также ветеранов, доктора медицинских наук, профессора Карла Георгиевича Башарина, доцента Раису Соколову, доцента Галину Яковлеву. Благодарим за вклад в подготовку врачей для нашей республики и страны в целом. Желаем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов. Ну а мы, в свою очередь, спешим поделиться с вами еще одной приятной новостью. Работа якутской художницы Миры Аргуновой вошла в список победителей международного онлайн-конкурса портретов и фигуративного искусства галереи современного искусства из Делавера, это США. Но мы, конечно, не могли упустить шанс и пригласили Миру к нам в гости в студию. Мира, доброе утро. В первую очередь, конечно же, примите наши самые искренние сердечные поздравления с вашей победой. Скажите, с какой работой вы одержали победу на этом конкурсе? Доброе утро, Ларина. Благодарю вас. Работа называется «Сокровище Арктики». На картине изображен мальчик на фоне арктического пейзажа, и в руках он держит телефон, как окно в большой мир. Ага, я знаю, что в изготовлении, в создании этой картины вам кто-то помогал. Вот кто именно? Это тот мальчик, наверное, да? Расскажите о нем, пожалуйста. Да, мальчика зовут Дамир Протопопов. Он ученик начальной школы, внук сотрудника Дома художника Аксиньи Афанасьевны, моей знакомой. Они с радостью помогли мне в создании этой работы. Это потребовало от него, конечно же, терпения. Несколько дней он приезжал ко мне в студию, и мы с ним работали над картиной. Сколько времени, сколько часов в день он вам позировал? О, это было, наверное, часов 5, я думаю. Поэтому я думаю, что мальчик-герой, потому что это действительно настоящая работа. И хочу обратиться к нему. Если вдруг Дамир смотрит нас сейчас, то поздравляю, Дамир, потому что это наша общая победа в создании картины. Это всегда большой вклад вносит модель. Особая атмосфера, которая создается в общении художника и модели, она всегда присутствует в картине. Расскажите, Мира, о самом конкурсе. В какой технике вообще принимались работы? Работы принимались в жанрах живопись, графика, цифровое искусство, даже 3D. Главным условием было, чтобы основным предметом изображения был человек. Ага. Сколько человек вообще приняло участие в этом конкурсе и много ли из России? В конкурсе приняло участие 135 художников из 30 стран мира. Из России было 13 художников. Из Якутии вы, наверное, были одна, да? Сколько мне известно, я была одна. Этот конкурс проводился ранее в онлайн-режиме или это все-таки дебютное такое мероприятие? Как вообще ощущалось? Какие были чувства, какие эмоции? Непривычно, наверное, да? Обычно же вы выезжаете, да, на фестивали, на конкурсы. Или как это вообще происходит? Обычно конкурсы вообще, в принципе, проводятся в двух форматах. Бывают онлайн-конкурсы, а бывают очные. На очные художники не всегда выезжают, поскольку это дорогое удовольствие. Зачастую мы просто отправляем свои картины, если они прошли выставком, и они участвуют в мероприятии. А в данном случае это был онлайн-конкурс. Вообще эта галерея проводит конкурс уже 8-й раз. Она проводит эти конкурсы с 2012 года. Вот. А картину как вы отправляете? Прям настоящую, оригинал?
почтой или достаточно там фото, скрина? Как это происходит? Если это очные мероприятия, то да, отправляем прямо очень хорошо упаковываем и отправляем либо Почтой России, либо транспортной компанией. А если это онлайн-конкурс, то достаточно фотографий. Фотографии, конечно, должны быть высокого качества и на хорошем разрешении. Я знаю, что эту картину с Дамиром «Сокровища Арктики» вы написали 2 года назад и уже успели принять участие в других конкурсах. Да? Расскажите об этом. Все верно. Картину я написала специально для международного конкурса, который проходил в Якутске, «Арктический хронотоп». На этом конкурсе эта картина была удостоена также почетного диплома в направлении реалистическая живопись. Позднее, в прошлом году, эта картина ездила в Красноярск, где была выставлена в выставочном зале Российской академии художеств. Это была очень крупная выставка, на которой приняло участие 72 художника со всего региона. И Якутию представляла 11 картин. Поэтому это большая честь войти в число этих 11 художников из Якутии. Мира, расскажите, пожалуйста, какие у вас планы, над чем вы сейчас работаете? Я вижу, что в руках вы держите что-то такое яркое, красочное и детское, судя по всему, да? Ну-ка, расскажите об этом. Это мой новый проект. Хочу сделать подарок вашей редакции. Ух ты, спасибо. Мы работали над этим проектом 3 года. Я давно мечтала сделать иллюстрации к якутским сказкам. И вот, наконец-то, моя мечта реализовалась. Я нарисовала такие вот иллюстрации к якутским сказкам, которые сама Это раскраска, да? Да, это Ой, раскраска. как здорово. К ней есть приложение на Android, называется Мира-Арт. И дети могут, наведя телефон на эти картинки, увидеть небольшие мультики, в том числе с раскрашенными ими самими персонажами, и услышать озвученные сказки на русском и на якутском языке. Как замечательно. Это потрясающий подарок. Огромное спасибо, Мира. Я думаю, что мои коллеги обрадуются, у кого есть малыши в таком возрасте. Супер, очень красивая книга. Расскажите, Мира, я еще знаю, что вы, в принципе, и говорили до этого, да, что вы писали с Дамира, то есть ваш творческий принцип работать исключительно с натурой, и по этому поводу вы ездили по многим местам во всем мире. Да? Расскажите, что больше всего запомнилось, что оставило такое неизгладимое впечатление? Я действительно очень люблю путешествовать, люблю познавать мир своими глазами, а не из книг. Изучаю географию, можно сказать, на месте. Мне не перестаю восхищаться природой мира и людьми. И очень приятно, что они с удовольствием всегда соглашаются позировать. Огромное спасибо, Мира, за участие в нашей утренней программе. Я вас еще раз поздравляю с победой. Вы такая удивительная, светлая, лучезарная девушка. И дальнейших вам творческих побед и проектов. Ну и, конечно же, мы хотим посвятить Мире и всем нашим телезрителям в этот прекрасный утренний день, утренний четверг, наше музыкальное поздравление, наш музыкальный привет. На этом я с вами прощаюсь. Встречайте моих коллег Нирбияну и Романа после музыкальной паузы. Немного теплее за стеклом, злые морозы. Вхожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом, ну белые розы у всех на глазах я целовать и гладить.
гладить готов. Я их так хочу согреть теплом. У белые росы, у всех на глазах я целовать и гладить готов. Белые розы, беззащитные шипы. Что с ними сделал снег и морозы, лед, витрин голубых? Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней и оставляют вас умирать на белом холодном окне. А люди уносят вас с собой и вечером поздним. Пусть праздничный свет наполнит вмиг все окна двора.